Сегодня я заходила в издательство Удмуртия и нашла там такую замечательную раскраску, которая называется «Раскрась сам». И по-удмуртски это звучит как «Буя Ачит». Здесь изображены удмуртские красавицы в стиле аниме, в национальных костюмах. Это национальные костюмы разных удмуртов, северных, южных, центральных и, видимо, еще разного времени, разных веков, может быть. Сегодня мы посмотрим с тобой на эти костюмы, выберем какую-нибудь одну девушку и попытаемся ее раскрасить моей старенькой детской гуашью. Ну что, давай приступать. Первая девушка. Наверное, я не буду никак комментировать, потому что я не разбираюсь в этих костюмах. Давай просто посмотрим, что вообще есть в национальных костюмах. Вот посмотри, у всех есть маниста, и у всех девушек она будет разной формы. У кого-то прям большая на всю грудь, у кого-то вот такая маленькая, такое, да, это средний род. Вот у кого-то прямо каким-то треугольником будет висеть. У всех есть какие-то узоры на рубашке и на фартуке. И это все что-то означает. Скорее всего, связанное с землей, с плодородием. Да, рыженькая девушка. В Удмуртии очень много рыжих людей. Есть часть удмуртов черноволосых. Это есть рыженькие. Не помню кто какие. Да. Рыжеволосые. Да, здесь монетки идут прямо под косынкой на голове. И тут получается, видимо, с одного уха на другое. Или они здесь цепляются повыше. Тут непонятно. Вот это, по-моему, центральная часть удмуртов носила, повязывала так платок. Некоторые украшения идут такие, они чересплечные, через плечо. Довольно необычно, то есть не на шее, а прямо
в голове будет именно такой образ. Ну или только у меня. Такой или такой. Прямо богатый такой костюм. Там свадебный, наверное. Что-то такое более восточное. Вообще нет маниста. Такой платок развивающийся. Тоже хорошая картинка для раскрашивания. Сколько, да, там еще нижняя юбка. Здесь еще фартук, нагрудник. Может, это вышито на самой рубашке. Вот такой костюм, кстати, я еще не видела. Что прям такие колечки шли. С повязки. Мне кажется, это что-то монгольское даже такое. Или ведущее начало. Оттуда. Мне вот интересно было бы примерить подобный головной убор. Интересно, сколько он весит, и вообще это тяжело или не тяжело держать такой на голове. Рябина. У нас в Удмуртии очень много растет рябины. И я помню, когда жила в Москве, мне не хватало этого красного цвета. Мы жили одно время в Подмосковье, а потом в Москве, и там росли рябины. Но они не набирали такого красного цвета, такого сочного. Они были такие оранжево-красные, наверное. А в Удмуртии это просто такой кроваво-красная рябина. Я выбираю эту картинку, потому что когда-то я очень хотела быть рыжей, вообще родиться рыжей. Но у судьбы были другие планы. Вот. И рыжей быть у меня не получилось. Но я даже как-то в 2017 году красилась. Какой-то такой красновато-рыжий цвет. И с тех пор как-то вот не рискую больше. Вообще давно не красила волосы. А раньше очень часто в школе
Я близорукая немножко. Поэтому я, наверное, буду немного выходить. Потому что не вполне вижу, что раскрашиваю. Напиши в комментарии, как твои дела. Мы очень с тобой давным-давно не виделись. Как проходит твое лето? Так, вот они у нее тут еще, тут вроде бы. Шух. Шух, 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 шух. Так. Я вышла на каникулы. Я работаю в школе, и целый июнь была в детском лагере. И сейчас у меня каникулы за мой счет, потому что в частных школах не платят, если ты устроен неофициально, то теперь зарплату, ой, точнее отпускные, не платят. Вот. Кажется, надо как-то поярче сделать. Так. Какого-то красного, наверное, да, надо добавить. Или это не красный? Уже не поймешь. Ну, конечно, все смазал. Так. Так. В общем, в Рыже я проходила где-то год, наверное. Потом снова перекрасилась в русый. Сейчас иногда тонируюсь. Очень редко, раз в год. Все. Но я люблю краситься. Сама себя люблю красить. Мне нравится запах краски. Прямо обожаю. Жалко, у меня из друзей так особо никто
зеленые. Так, а как раскрашивать, получается, лицо? Лицо. А ну-ка, каким цветом? Цвета лица. Так, я закрасила брови. Наверное, это не очень хорошо. Не помню, когда я в последний раз раскрашивала что-то красками. Наверное, бумага это не совсем предполагает раскрашивание краской, потому что я вижу, что она уже такой волной пошла. То есть она довольно тонкая. Ну, пусть будет румянец такой. Ее. Это, наверное, прям вообще какой-то малина. Как не подходит. Какой-то такой должен быть, наверное. Цвета. Это цвет. Кто-то за окном гоняет на мотоциклах. Расскажи, если у тебя мотоцикл и гоняешь ли ты на нем? Вообще нравится ли тебе мотоциклы? Я каталась один раз в жизни на мотоцикле. Это было совершенно случайно. Мы поехали в город Воткинск со своими одногруппниками. У нас там жил одногруппник в Воткинске. И мы поехали к нему.
соседи уже не шумят и не шумит холодильник. Но он скоро может включиться. К сожалению. Отключить я его не могу. Потому что мы живем на съемной квартире. И этот холодильник выглядит так, что может и сломаться. Интересно, во-первых, а во-вторых, когда начались каникулы, как это все забывается, вся вот эта не злость, как это, не обида. В общем, все то нервное напряжение, которое ты испытывал в течение
все прошло хорошо, замечательный был учебный год. Вот. Никто не бесит, ни ученики тебя, ни ты учеников. Все счастливы и довольны, отдыхают. Отличие частных школ от общеобразовательных, наверное, в том, что большой процент учеников в частной школе отдыхает где-то в своих виллах в других странах. Вот. А общеобразовательные либо вообще не отдыхают, либо отдыхают в нашем юге, но без недвижимости там. Я вот думаю, как заработать денег. Как-то ведь люди зарабатывают деньги, открывают бизнес. Тут я вот совсем не человек бизнеса. Иногда так думаю, что вот надо открыть такое-то кафе, надо открыть вот такое заведение, потому что этого нет. И в общем это будет пользоваться спросом. Но как-то не знаю, мне бы не хотелось этим заниматься. Как идея, да, а вот именно заниматься, как-то растить свой бизнес, вкладываться в него. Не знаю, не мое. Или может я не придумала. Тут идею того бизнеса, который бы я могла вести. Когда я была беременна, точнее, когда у меня уже появился ребенок, я подумала, что было бы здорово открыть что-то вроде небольшого торгового центра для матерей. Потому что когда ты находишься с маленьким ребенком, у тебя, например, нет бабушек, дедушек, которые могут посидеть с ним какое-то время, например, пока ты сходишь в больницу или пока ты сходишь просто в магазин или просто погулять или просто, не знаю, подстричь волосы. Вот. Потому что ты находишься все время с ребенком, и тебе совершенно некогда заниматься этим. То есть ты либо выбираешь ничего не делать, либо делаешь эти дела с ребенком. Ну какие можно. Недавно увидела, что у нас в Ижевске есть такое парикмахерское, по-моему, или салон красоты появился как раз для мам. Видимо, там есть какие-то аниматоры, которые как-то развлекают детей или следят за детьми, пока мать находится на каких-то там процедурах, когда волосы стрижут, например.
вообще в идеале хотела, чтобы это был прям торговый центр. Может быть, там, не знаю, какие-нибудь какой-нибудь фитнес-центр, например. Как это вот сделать, подумать. Так, чтобы можно было ходить в фитнес-центр с ребенком. Не знаю, что вот он там где-то, значит, со стеклом играет, и ты его видишь, и он тебя видит. Да, ну как без возможности, конечно, ему зайти, потому что это опасно. Там же всякие гантели лежат. Вот. То есть как-то продумать, как может посещать молодая мать зал. Будучи с ребенком. Вот, для совсем младенцев. Ты уже постарше. Чтобы это было интересно. Что-то у меня желтый такой, грязный. Или что это, охра? Нет, вроде не охра. Не знаю. Какой-то странный цвет. Монетки. Монетки, монетки. Монетки. Прическа тоже будет у нас желтый. В общем, я считаю, что для первого раза достаточно. Наверное, сейчас вот докрашу фартук и прерву видео, потому что уже как-то долго получилось. Там. Тик-тик-тик-тик-тик. Может, это просто коричневым сделано. Так, цвет у меня получается совершенно некрасивый. Еще лучше. Почти похож. Звук водички, звук водички. Звук водички. В общем, закрывай свои глазки. И давай потихонечку уже засыпай. Я была очень рада тебя видеть. Надеюсь, у нас получится видеться немножко чаще.